уже с ним. Последний бой проиграл. То есть Интересно. это был бы бой реванш. Ну, я думаю, что он заслужил, да, этим боем. Соперник хороший, как и в стойке, как и в борьбе. Ничего не могу там сказать такого, да. Но он предпочитает большинство боев, там, проходит всю дистанцию. Что-то другое, какое-то плюса, минуса, ну, не могу ничего сказать. Остальное, я думаю, скорее покажет. Przeciwnik jest bardzo wymagający i jest to, cieszę się, że to jest bardzo, że to będzie właśnie on, że jest bardzo dobrym zawodnikiem, jest wszechstronny i bardzo, no jest przede wszystkim walczy inteligentnie no cieszę się, że akurat w tej walce będzie to chyba wiadomo jeden z moich najlepszych przeciwników w mojej karierze. Естественно, любой боец как бы хочет досрочно, да, выигрывать, потому что есть свои как бы плюсы. Ну, я думаю, как Свишин, да, сможет. Подготовил себя как-то на 5 раундов. Dla mnie walka o pas tej federacji jest takim moim, jak gdyby moim zwieńczeniem mojej dotychczasowej kariery. Także no, dla mnie jest to walka życia. Ladies and gentlemen, please welcome to the cage, Karl Selinsky. Ну что ж, главное блюдо, оно же главный бой этого замечательного турнира ACA в Варшаве. Карл Селинский, 38-летний боец из Польши, рост 187 сантиметров, вес 93 килограмма. Свою карьеру начал в 2008 году на местных любительских и профессиональных турнирах. В 2012 году дрался в России, победив Юрия Горбенко, на минуточку, очень известного такого опытного бойца, который с кем только не дрался в первом раунде. До этого на турнире в Латвии встретился с Виталием Номинаковым. Ну, что логично, уступив ему такого. В 2014-2015 годах бился в сильнейшей польской лиге, которую у нас обычно называют КСВ. А в 2017 году попал в ACB и провел 4 победных боя, выиграв таких оппонентов, внимание, как Винни Магальяш, являющийся, в числе прочего, обидчиком нашего легендарного Михаила Зайцева. Ну, там многие спорят, случайность это была или что, так или тем не иначе. менее, да. Там была капейра, кто не знает практически. Люка Барнета и Максима Путина, чем заслужил титульный бой с действующим чемпионом Давлетжаном Якшимурадовым. Собственно, сейчас мы и будем наблюдать бой за титул, что приятно, как раз во главе такого интересного турнира на его родине в Польше. Очень редкое удовольствие, я вам скажу, для претендентов выступать в собственной стране. Да. Обычно, конечно, бои проходят в стране, целью которой является чемпион. Но в Туркмении пока крупных турнирах не было. Впрочем, зная кое-что о Туркмении, могу сказать, что страна достаточно богатая для того, чтобы позволить себе турниры первой величины. Возможно, как раз следующий шаг для ACA, кто знает. And now please welcome his opponent, Davletsan Yakshimurado. А теперь чемпион, дамы и господа. Давлетжан Якшимурадов, Туркменистан. 29 лет, его рост 1,80 сантиметров, вес, соответственно, 93 килограмма. Для него это первая защита чемпионского пояса. В его активе 16 побед, 10 нокаутов, 4 сабмишена, 2 боя выиграл решением, 5 проигрышей, 1 техническим нокаутом, 3 сабмишеном, то есть приемами, и 1 поражение решением судей. Его профдебют состоялся в 2012 году.
Он уступал таким известным спортсменам, как Рашид Юсупов и Александр Бойко. Также проигрывал Магомеду Анкалаеву. В 2015 году он уступил Михаилу Рогозину. А потом 6 боев выиграл. Свой чемпионский пояс он получил в последнем бою, когда задушил Батраза Агнаева. И, кстати, после этого многие пытались бросить ему вызов, в том числе и чемпион среднего веса Альберт Дураев. Но Давлетжан сказал, что мне этот бой не интересен, потому что соперник легче, и он в его категорию опускаться не собирается. Кстати, что интересно, Давлетжан Якшимурадов чистый полутяж, потому что его рабочий вес составляет где-то 95-96 килограммов, то есть он придерживает совсем мало. То есть действительно большая редкость в единоборствах, особенно для чемпионов. Да. Что касается его подготовки, то, по его собственным словам, первый этап был в Харькове, в клубе Алабай. Ну и, кстати, выводит его Александр Бутенко. Ну, сейчас мы его здесь не видим, но когда мы сегодня обедали, Мы видели его Александра вместе с Бутенко, Александром, бойца организации М1, бывшего чемпиона М1, который помогал готовиться Давлетжану Якшимурадову. После этого поехали в Таиланд и затем уже перебрались в Махачкалу, где и завершали свою подготовку. Под руководством, как мы все видим, всем известного и всеми любимого Сура Магомедова, то бишь в клубе «Горец». Помню 2013 год, и часто об этом в эфирах рассказываю. Я сам тренировался у дяди Сухраба. Вот. У них в гостеприимном клубе «Горец». И вообще спортсменам, всем, которые нас слушают, я очень рекомендую договариваться, пробовать, соответственно, тренироваться там. Я лично после этой подготовки все, что хотел, на тот момент выиграл. Я помню, что очень много из этого тренировочного процесса для себя взял. В общем, нашим братьям-дагестанцам в Махачкалу большой пламенный привет. Особенно те, кто сейчас на торки бежит. We are now set for the main event of the evening, and it is brought to you by the ACA strategy partner, Energy Dragon, scheduled for 5 5-minute rounds for the inaugural ACA World Light Heavyweight Championship, also presented by ACA general partner, Bingo Boom. Introducing to you first, fighting out of the blue corner. He is a striker. He stands 187 centimeters tall. His official weight, 92.9 kilos. His pro record stands at 16 victories, opposite 6 defeats. Fighting out of Austin, Poland. Here is Karol Cebula. Карл Цибуля Селинский. Интересно, His opponent fighting out of the red corner. He is a striker. He stands 180 centimeters tall. His official weight, 93.35 kilos. His pro record stands at 16 victories, opposite 5 defeats. He is a current world light heavyweight champion fighting out of Ashgabat, Turkmenistan. Here is Davletsson Yakshimura. And our referee in charge of the action, Herb Dean. Herb Dean, рефери в клетке. Именно он будет обслуживать главное событие сегодняшнего All right, турнира. gentlemen, we've been over the rules. Protect yourself at all times. Follow my instructions. We're going to keep it clean, touch gloves. Let's do it. уважают друг друга спортсмены. Все здорово, все правильно, все так, как оно должно быть. Вообще, Лига ACA славна тем, что в первую очередь она дает насладиться собственной единоборством. Так, смотрим. Аккуратно, пока аккуратную такую манеру взял польский спортсмен. Да, он повыше ростом. Но его можно понять. Для него это, как он говорит, вечер жизни. Для его оппонента это, возможно, очередная суббота. Все-таки
боям он привык. Есть ли такой же опыт у польского спортсмена? Карл Василинский Частично есть, кстати. кричат: держи дистанцию. Отличный лоу-кик в исполнении Давледжана. Раздергивает представитель Туркменистана. Еще один удар в бедро. Плотный, хороший, точный, самое главное. Да, Карл имеет все шансы сегодня как стать главным героем Польши, так и главным разочарованием. Потому что сегодня, в принципе, было уже много чего, но титульный бой — это, конечно, всегда вишенка на торте. И поляки показывали себя в личных победах, и, кстати, в поражениях. То есть с собой они много сегодня Да, добиться. Петр Штрус сегодня очень благородно поступила, его команда, когда они вышли и призвали болельщиков успокоиться. Да, там он проиграл, напомню, в раздельном решении. Да, Ибрагимовичу Жигаеву. Ну, кстати, у нас лично Проиграл. Он проиграл. Болельщики, понятно, они видели нечто свое. Ну да ладно, давайте оставим этот бой пока до следующих рассуждений, пока обратим наши взоры в клетку. И там, в общем, события развиваются не слишком активно. Идет такая разведка. Ну, это понятно, что они форсируют события, потому что 5 раундов, дистанция приличная. Попытка пробить фронт-кик в исполнении Селински. Пока что Давледжан все контролирует. Ну, кстати, тем временем прошла половина первого раунда. Да, и ни одного точного удара, кроме удара в бедро, я не увидел. Объяснить это, наверное, довольно легко одной простой вещью. Все-таки здесь у нас 5 раундов. Да, и это особенно мы уже разгоняться отмечали. прямо вот сейчас большого смысла не имеет. Конечно, сами многие зрители не согласятся, но зрителям хочется одного, а бойцам другого. Конечно. Бойцам в первую очередь важно победить. Взорвался своей атакой Селинский. Да, хорошая тройка. Не попал, правда, по-моему. Нет, ни одного. Ни одного удара, да. Ну, уже интересно, уже обострение. Не отдает ноги Шамурадов. Очень аккуратен, конечно, поляк. Ну, равно как и Давледжан, который тоже Ну, предпочитает. пока просто особенно ничего не делает, так присматривается. Ну, вот, что ты здесь делаешь, что ты здесь делаешь. Уверенности в себе у него все-таки, мне кажется, побольше. И снова атака от Селински. Но при всем при этом Карл Селинский хотя бы что-то пытается сделать. Да, кстати, вот это как раз засчитают ему судьи. Почему? Потому что давление, оно оценивается. Да, и он кроме забирает того, центр. Он наносит удары какие-то. Да, периодически пытается, ну, то ли удар, то ли просто что-то, ну, выкинуть, по крайней мере, попробовать. Отжимает. Побуду сейчас вангой, наверное. Мне кажется, что Давледжан ждет концовки раунда для того, чтобы попытаться взорваться. Да, кстати, и хорошая, вполне логичная тактика, потому что концовка поединка обычно оценивается очень хорошо судьей. Ну, собственно, вот она, 30 секунд. Очень хорошая скорость, Малаша. конечно, у Давледжана и Шамурадова, и скорость ударов ногами, и ручная скорость хорошая. Да, не будет взрыва, похоже. Ну, в клубе Горец, как мне кажется, есть некоторое деление. Шамиль, например, больше дает общую технику и борьбу, да, а вот Сухраб, Магомедов, который сейчас здесь, больше дает ударную технику. Возможно, это свидетельство того, что больше все-таки на удары и будут они ставить, Делать ставку. делать ставку в этом поединке. Посмотрим. Долго спрятанная у Шира Маваши все-таки была. Удар с разворота ногой был.
Мне кажется, что мы сейчас к поединку только подбираемся. Присмотрелись. В любом случае, второй раунд вряд ли... Первый нет прошел, что самое главное. Второй раунд вряд ли уже будет таким же. В любом случае, будет острее. Наверное. Хотелось бы в это верить. Но в любом случае, как мне кажется, Карл Селинский первый раунд забрал. Ну, за счет активности, за счет того, что он просто больше ударов выбросил, нежели Да, соперник. и вероятнее всего так же казалось судьям. Не факт, что как-то отразится вообще в итоге на поединке. Все равно я думаю, что все давление сейчас на Карле, на сегодняшнем претенденте, потому что для него значение сегодняшнего поединка намного выше. И трибуны его... Хорошее попадание в бедро сейчас было от Селински. Продолжает польский спортсмен поддавливать, продолжает пытаться теснить Давлетжана. Его секунданты подсказывают, что примерно так же делает. Удар по туловищу. Очень логичный, кстати. Почему? Потому что такие удары по туловищу, они, как правило, безопасны. В том плане, что, скорее всего, соперник все равно будет бить вверх, то есть туда, где уже нету головы. Боец сидит ниже. Поэтому в атаке удары в корпус, они для тех, кто хочет безопасно ударить, очень практичны. Ну и, кроме прочего, заставляет, конечно, опустить руки спортсмена. Хорошо, левый на скачке так зацепил оппонента Давлетжан. Такое первое осмысленное, успешное действие в исполнении туркменского бойца. Не удивляйтесь, дорогие друзья, что мы берем довольно долгие паузы. В принципе, я думаю, что вы можете нас понять. Да, ну потому что, когда в клетке ничего ровным счетом не происходит, ну, мы можем покомментировать шаги, которые делают. Нет, ну вы знаете, еще хороший свет, обратите внимание, то есть действительно здорово у нас освещены. Ну, чтобы вы понимали, как бы это больших денег стоит все сделать это по-настоящему качественно, а здесь это по-настоящему качественно. Также, соответственно, очень здорово турнир организован. Вам, например, что еще понравилось? В этом турнире? Составление карда. Составление карда, да, очень хороший. Конкурентные бои. Вот сейчас, смотрите. Сейчас интересно. Положил своего оппонента на канвас Селинский и садится практически в маунт. Нет, позиция хавгард. Более того, правая рука у Давлетжана отключена, и можно пытаться освобождать руки и бить. Да, мы с большой радостью отвлекаемся от общих рассуждений непосредственно к поединку. И у нас есть для этого все основания. Очень здорово сработал эпизод, долго выжидавший Карл. Ну, сейчас посмотрим, насколько он сможет его реализовать. Работает локтями теперь. Ну, так не выражено. Работает. Да, и хорошо здесь на выходе из клинча цепляет ударами соперника Селинский. Да, но при этом просто отпустил, обратите внимание. То есть как-то не рискнул, особенно что продолжать. Что ж, а теперь Давлетжан уже наконец-то начинает работать первым номером и попадает. Здорово. Через корпус заходит в голову. Подначивает своего соперника. Уверен в себя Давлетжан, чувствует себя уверенным. Попытка войти в корпус. Да, и здорово такой снизу. Ну, теперь ему надо отыгрываться. Конечно. 1,5 минуты до завершения второго раунда, который также пока получается невыразительным для чемпиона. Ну, важнее выразительности сейчас победа. Все-таки на кону пояс ACA. Ух ты, что ж придумал-то Давлетжан сейчас. А, кстати, ACA на минуточку состоит не из одной, даже не из двух организаций. Сейчас же все это объединительные такие вещи. До этого мы с вами помним, прекрасно было, по крайней мере, 3 отдельные лиги. Это лига Ахмат, Беркут и лига Техкреп. Вот. И все они сейчас находятся под одним знаменем, объединенным знаменем ACA.
Техкреп, может быть, не все из вас ее знают, но это всегда был очень крепкий такой промоушен, рождающий совершенно новых самобытных звезд, ведущий интересных спортсменов. Хорошая серия. Например, Ярослав Амосов, лучший украинский боец, во многом обязан своей карьерой именно Техкрепу. Гога Шаматава, боец из Сибири, ну и многие-многие другие. И президент Лиги Техкреп сегодня является президентом Лиги ACA. Вот. Очень хорошая ручная скорость. Наконец-то ее демонстрирует давлетжан Никшамурадов. Да, я говорил про Алексея Яценко, которого, соответственно, владельцы, организаторы Лиги ACA должным образом оценили его многолетний вклад в единоборство. Должным образом. И мы должны ответить, действительно, возможно, первый турнир, на котором я присутствую, в котором мне просто не к чему все это придраться. Все здорово. Ну и что касается поединка, то тут все тоже начинает быть здорово, потому что спортсмены наконец-то активизировались, и в частности это начал делать давлетжан Никшамурадов. Да, и мы увидели перевод, мы увидели некую работу сверху со стороны Карла Селински. То есть потихонечку бойцы раскочегариваются. Ну что ж, кто знает, возможно, именно сейчас, раунд номер 3. Если у нас и будет продолжаться такая тенденция на повышение оборотов, то сейчас вполне себе могут вылететь искры. А вот у кого в глазах они появятся, вопрос совершенно открытый. По туловищу пробивает поляк. Неплохо здесь нафинтил Селинский, но так дальше продолжение. Да, вот. Совсем обманул. И себя заодно еще. Очень интересно, как судьи оценили второй раунд. Нет однозначного мнения. И только по судейским запискам это сможем потом посмотреть. Удивительно, но у давлетжана Никшамурадова совершенно очевидно есть превосходство в скорости. В ручной скорости, в работе ног, да, то есть... И почему-то он не использует его. Может быть, он ждет, пока соперник пойдет на него с ударами, но это уже было. Селинский шел, вот как сейчас, и цепляется правым боковым. Да, но обратите внимание, очень здорово сейчас сработал на контратаке. Другой момент, что оба пока несколько недостаточно в этом плане. Ну, еще раз повторю, третий раунд из 5. Это пока еще совсем не финал. То есть вы хотите сказать, что соперники растягивают удовольствие? И наше заодно? Вполне вероятно, потому что если бы у них было бы четкое понимание, что это уже надо делать, они бы это делали. Все-таки, видимо, у них есть ощущение, что это еще пока недостаточно для того, чтобы выкладываться на полную. И снова все-таки поддавливает Карл. Ну, такая, кажется, у него несколько корявая техника. Это не совсем понятно, как он бьет, чем он бьет. Но все равно ведь бьет и периодически попадает. Поддавливает уж по крайней мере. Интересный эпизод. Хорошо, здесь справа так врубился. Да, хорошая двойка зашла. Было сработал с правой. Хорошо, так плотно опять удар зашел с правой. Это очень хорошее оружие туркменского спортсмена. Довольно редко сейчас его видим, но в том плане, что не часто он атакует в этом поединке.
Но когда вот атакуют, его скорости более чем хватает для того, чтобы попадать. Ну вот почаще бы. Когда вот он бьет 2 удара, он попадает практически всегда. Просто не понимаю, с чем связаны эти длительные паузы, почему? Ох, как сейчас заложил-то левый боковой. Да, очень интересно. Ну, возможно, именно с тем, что хочет его хорошенько выцелить, то есть в том плане, что дать расслабиться и потом нанести условно решающий удар. Получится ли? Неплохо здесь попытался ответить в контратаке Давлетжан Никшамурадов. Ну, опять же, неплохо не есть хорошо. Слышим, как еще из трибуны болеет, конечно, за польского спортсмена. Ну, мы помним, для него это матч жизни. Ну вот, шутки шутками, да, а ведь все это падает в копилку. И, Ну, конечно. подвигался, ударил луки, все, есть галочка. Подвигался, подвинулся, кинул пару ударов, опять есть галочка. И вот уже который раз, да, все это записывается именно в его сторону. Интересно, кстати, попытка корпус пробить. Такой тоже интересный эпизод. Сказал поляк, что ему ударили в пах, но, в общем, и так вот закончилось время. Думаю, дополнительные секунды в периоде ему за это не дадут. Это точно. А между тем у нас уже 4-й раунд на носу. И мы по-прежнему с маршалом Савчуком пребываем в томительном ожидании. То есть томимся и ожидаем. В томительном ожидании экшена. Ну, кто знает, как раз, в общем-то, самое время, потому что пора, когда, если не сейчас. Конечно, Четвертый конечно. раунд. Первые 3 совершенно непонятно, как судили судьи. Причем 2, по крайней мере, вероятнее в сторону поляка. Туркменскому спортсмену, конечно, Хорошо. Неплохой лоу-кик в исполнении чемпиона. да, мы уже с вами разбирали сегодня эти такие подрубающие лукики, которые бьются именно навстречу. О, здорово, есть попытка перевода, есть перевод. Хорошо. Отлично. Расслаблял внимание Карла, туркменский спортсмен, и таки сделал отличный, красивый перевод. И Классический удар стиль. локтем мощный. Но в защиту. Видимо, все-таки сказали, что надо включаться, и вот включается. Насколько обучен поляк снизу? Ну, я думаю, более чем. Ну, в данном конкретном случае это может играть и не играть роли. Да, довольно понятные действия. Сечка у польского бойца. Я думаю, это в силу именно удара. Это локтем, да. Хотя там вроде он так в защиту пришелся, но, видимо, скользнул все-таки. Удар локтем в туловище, тут же перевод на голову мощный.
подсказывают из поиска угла то, что нужно вставать. А как тут встанешь, когда такой контроль и идут удары сверху? Ну, надо пытаться руками залезать глубже вместе с головой. И, Хорошо. может быть, частично рискуя отдать шею на гильотину. Сделал опять замечание Хердин Давлетжану Якшемурадову, что нанес удар такой локтем 12-6. Колющий Да, они удар. запрещены. Кстати, я не вижу большой разницы между ударами, условно. Ну, по любой траектории, мне кажется, удар локтями примерно к одному и тому приводит. Правило есть правило. Забирает спину сейчас Давлетжан Да, конечно. Якшемурадов. Будет пытаться бить, разбивать, да, и уж не знаю, Здесь надо по затылку. а что куда там показывает. Может, показывать насечку какую-то. Или Показывает. Хардин сказал, что... Буду бить сюда. Хардин, видимо, сказал, что было по затылку, он показывает. Нет, вот сюда, смотри, еще раз. Ну, смотрите, Карл все-таки встал. Да, попытал. Но это было временное явление. Интересно, что физической силы, видно, вполне хватает туркменскому спортсмену. Несмотря на то, что он 95 килограмм обычно Ну, весит. примерно, да, там плюс-минус. Насколько мы как бы осведомлены. Да, это он говорил в своем интервью, поэтому нам есть на кого ссылаться. Ссылка проверена. Конечно. Все ссылки были проверены еще в 37-м. И Полтора минуты до завершения 4-го раунда. встает все-таки Карл, но пропускал он ударов. Интересно, как это скажется на ходе поединка. Не может он, кстати, выбраться из захвата, обратите внимание. Вот сейчас вот он взял захват по гильотину, и кто его знает, ничего. И опять попадает, и это может быть остановка, если сейчас не развернется Селинский. Он развернулся. Да, он развернулся. Продолжаем смотреть. А ведь терпеть-то ему еще больше минуты, это серьезно. Да, это много, особенно для полутяжелого веса. Есть Опять возможность для нанесения ударов локтями. Да, говорим мы в унисон с Маршалом. Но здесь уже и молотки пошли в ход. Да, опять пробовать залезать рукой под мышку, вставать. Но почему-то не делает активные действия, видимо, не чувствует, что может. Сейчас остановит. Сейчас остановит. Вколачивает гвозди, да. Хердин прекращает это избиение. И это поражение. Да, возможно, не то, чего ожидали польские трибуны. Вот многие из них негодуют начинают. Нет, ну а, собственно, чем тут можно быть недовольным? Только результатом? Обратите внимание, поляк держится за плечо, показывает, что, возможно, у него какая-то травма плеча произошла. Помните, когда был тейкдаун, довольно амплитудный, мне показалось, что рука пошла не в естественном положении. И мне показалось, что вот тогда могла быть получена Да, травма. очень разумное предположение, потому что это амплитудный бросок. Для него, у него довольно часто такой исход, особенно для плечей. Вот. Плечо, ключица летит на таких приемах. Очень, очень часто. Вот, Сукраб поздравляет таким дружеским жестом с победой. Ну, победа есть победа, все здорово. Привет, клуб Горец. Привет во все наше большое отечество. Вот, ныне, ну, будем считать, что я имею в виду СНГ. И вручение пояса, уже обновленного пояса лиги ACA, который остается чемпионом. Мой коллега Роман Мазуров, соответственно, ушел снова переводить. И мы с вами увидим, собственно, формальную, но для многих самую главную часть вручения чемпионского пояса. Осталось немного.
мы видим, что с трудом одевает футболку польский спортсмен. Действительно, видимо, сказывается травма. Вероятнее всего, действительно, во время падения это произошло. Ну, что поделать, такой спорт. Ladies and gentlemen, fully in charge. Herb Dean steps in and calls a stop to the fight at 4 minutes 17 seconds, round number 4. For your winner by TKO and new undisputed ACA World Light Heavyweight Champion, Dobletsan Yachiburo. And presenting the inaugural Поздравляем, конечно, Давиджана. И отличная победа, яркая ТКО. Почему новый чемпион объявил ринг-анонсер? Потому что все-таки до этого был чемпионом организации с чуть другим названием. Сейчас организация называется ACA. New ACA World Champion, you have made history once again. Что можно сказать? Новый старый чемпион. Ну, в любом случае, слово чемпиону, наши аплодисменты, наша радость за туркменского спортсмена, который самым лучшим образом Сегодня ты переписал историю, ты являлся первым чемпионом из Туркменистана турнира ACB, теперь ты первый чемпион турнира ACA. Расскажи, пожалуйста, о своих ощущениях. Во-первых, всем салам алейкум, всем привет. Я понимаю, у вас мой соперник позже, я понимаю, что болели. Он хороший, достойный парень. Я вам скажу, мне с ним было неудобно. Во-вторых, хочу своих родителей сказать, что все нормально, мам, пап. Все хорошо, спасибо вам большое, это все для вас. Хочу поблагодарить президента Туркменистана за его вклад в спорт. Спасибо большое. Я хочу еще благодарить своих тренеров Расула, Сухраб Магомедов, тренер клуба «Горец», Азиза Гелу, моего тренера по борьбе, и всех моих тренеров, кто мне помогал, Хану, Мелиса, Ильдар, кого зовут Коля, ты здесь, спасибо. Украина, спасибо за то, что болеете. Он там, клуб Алабай там наш, именно тоже, клуб Алабай, Горец, это так, где мы тренируемся, очень хороший. Спасибо всем, кто болел, кого забыл, извините, но Мелиса, вам тоже спасибо, вы меня поддержали, когда приехал на родину. Спасибо вам большое. Ну, вы поняли, как я имею в виду. Спасибо всем. Всем спасибо большое. Организации всем. Мне, конечно же, очень большая честь стать чемпионом. Спасибо Лиге ACB и ACA. ACB, ACA. Ахмад Сила! Красавец, все здорово сказал и поблагодарил всех. И, наверное, действительно стоит отметить руководство Туркменистана. Его карьеру вообще в спорте, насколько я знаю, Туркменистан одна из самых вкладывающих своих граждан Республики Средней Азии. И все, что я не знаю, самые лестные вещи. На самом деле достаточно богатая и интересная. И мне всегда было очень интересно там побывать. Там действительно есть на что посмотреть и даже чему поучиться. Радуемся за их чемпиона. Это твой момент, ты чемпион. Расскажи, пожалуйста, что-нибудь своим друзьям, родственникам, кто тебя поддерживает. Меня вся моя страна поддерживает, Украина поддерживает, Дагестан, Чечня, Россия тоже все болельщики есть. Весь мир, в принципе. Всем спасибо огромное, большое. Хочу своей бабушке сказать, это тот человек, который, мне сказали до 30 лет разрешение дали выступать. Бабушка, вот это поезд для тебя. Обязательно. Молодец. Я приду, отдам тебе. Конечно, соскучился по своим детьми. Конечно, много времени на сборах был. По своим близким, по любимому человеку. Спасибо всем большое. Много говорить не буду, так что много слов. Много слов. Ну, всем спасибо. Польша, люблю вас. First of all, I'd like to say Отлично, thanks to красавец. my Ну, dear действительно, Granny. This belt is for you. перечислим. And of course, I want to Также thank all the напомним про world that Александра supported Бутенко, me, который Turkmenistan, помогал Ukraine, ему на Russia, and everybody that cheered в me. Украине, в городе Харьков. So on. It's an honor to call your fight. You are the new ACA World Настоящий, Champion. объединяющий Congratulations once все again. наши Dobletsan замечательные братские страны Yachiburo. чемпион. Я аплодирую вместе со всеми нашими. Отличное завершение действительно замечательного турнира, в котором
Действительно, все смотрелось. Были моменты, которые стоило посмотреть обязательно. Здесь были моменты, которые стоило посмотреть просто где бы вы ни находились. Ярко, со вкусом, конкурентно, по-настоящему, по-чемпионски, мирового масштаба. И с вами, дорогие друзья, вместе все это время были ваши комментаторы Маршал Савчук и Роман Мазуров. Специально для вас от лиги ACA. Будьте сильными, занимайтесь спортом. Удачи всем! I ain't got it, so you can't get it. Let's leave it at that, cause I ain't with it. Hit it with full strength. I'm a jailer, so I face the world like a girl in the bullpen. You against me against you. Whatever, whenever you gon' do. I'm a wolf in sheep's clothing. Only that you know who can chill. Come back and get the streets open. I've been doing this for 19 years. Wanna fight me? Fight these 10.